O'tgan darsda biz siz bilan o'tgan edik jahannamda bo'lgan azob to'g'risida. Ham ustun cennet to'g'risida yozilgan oyatlarni o'qib ketdik. Ham endi inshaalloh hozir Naba surasining oxirini o'qib o'tmasida cennet ham qiyomatning masalalari to'g'risida yozilgan. Ham inshaalloh Qur'onda qo'llanish bo'lgan oyatlarni biz o'qib ketamiz. Bu ko'p olimlar fikri bo'yicha, sahobalar fikri bo'yicha Qur'onda qo'llanish bo'lgan oyat. Во-первых, Всевышний Аллах Та'ala говорит, повторимся эти аяты, «Инна лилмуттақина мафаза», поистине уверовавшие люди, они получат победу. Мафаза – это победа, это услада, это та кондиция человека, в котором человек находит для себя полное успокоение. Что есть успокоение для верующего? Успокоение для верующих – это встреча со своим Творцом. Bizim umrimizga eng tinish bir jamoat qo'llanilsin, bu turmushda o'zimizni halol jihatlarimiz bilan, bolalarimiz bilan birga bo'lib, tamli rizqlar osho, ko'kam yurtlarda turib bo'lsa, lekin esingizda qoldiramiz, tamli rizqlar bir vaqt tamsiz bo'ladi. Yaratgan xotindan bo'lib ketirgan mumkin. Motor yurtlarda bizda jamoat o'ttirtiribmi, yer titrabmi, bizdan ketirgan mumkinlar. Amma lekin kim qolashaq? Hatto bolada bo'lib ketirgan mumkin sendansan. Kerak bo'lmaydi. Bitta shunday bo'ladi. Kim qolashaq в итоге? Alloh qolashaq. Chunki Alloh talab qilgan kitmaydi. U sen bunda bo'lgancha seni kutib, seni qarab saqlanib, sendan rozi bo'lib, mendigina nashar qilib saqlama. Mendigina Alloh talab qilgan bo'lsa, Alloh har vaqt sendan rozi bo'lib, shohlanib turadi. Alloh taala Аллах дженнетте eng zo'r bo'lak bo'lib turadi. Многие не могут понять, многие всегда думают про рай, думают, что в раю деревья. Но есть хадисы, много хадисов, в которых говорится, что там деревья, растения, дворцы. Ну, честно скажите, вы ради дворцов в рай хотите, что ли, попасть? Ради девушек, которые там, говорится, в палатках живут. Ради этих алкогольных речушек. И это, что ли, ваша цель в раю? Нет. Это замануха, можно грубо слово сказать. Это то, что Аллах Та'ala хочет заинтересовать. Как в прошлом уроке я вам сказал, аяты «Хадаика ва а'наба» вас там ждут всякие сады. Анда сізді бақшалар көте «Ва а'наба» виноград, яғни түрлі жемішлер «Ва кава'iда атраба» зор көкіректі қатындар. То есть полногрудые красавицы вас ждут. «Ва кәсан михақа» тулы кәселер, яғни түрлі жәннат ішімліктері білен. Ну, aytimiz men baqshan manda da bormaydi. Manda da ishimliklar, manda da motor xotinni olirga bo'ladi. Yo'q. Целью рая, jannatning maqsadi tanning rahati tugul, jon rahati, успокоение души. Говорится, что кто придет к Аллаху в раю и взглянет на его лицо, да, то есть лик Всевышнего Творца, тот человек будет доволен 70 лет, просто взглянув. Жамал, несен кулубула қойсына біз барып шотланамыз. Кім әнесін жоғалтты сұрау беріңіз әлі өзіңізге. Қабірден тұрып басып, әнейгіз сізге қараса, біз анда ең көбі дегенде 10 сағат бір күн бойы қарап тұра аламыз. Хәтта ки өлген вафат болған әнелерді де біз ұзақ қарап тұра алмаймыз. Аллах қайғылар бойы всем маленький вещам. И душа всегда твоя будет спокойна, будет довольна. Поэтому целью рая является не кайф, как некоторые представляют, да, мусульмане, там, гури, то. Целью рая является Аллах сам. Когда раб попадает к своему господину. Аллах Та'ala алым кылып шырашу. Менә максат джаннатта. Лакин, почему Аллах тогда применяет обороты? Да потому что арабы, бедуины, которые вот этот Коран не как мы книгу восприняли, а восприняли через пророка Мухаммада, алейхиссалям. Они особо, конечно, прямо первой целью не ставили, потому что душевно еще не были готовы к встрече с Аллахом. Но зато каждый хотел в пустыне, кто жил, заиметь садик свой. Каждый хотел, который всю жизнь жениться не мог, и смотрел на жену соседа и думал, какая у него
Почему? Потому что Аллах Та'аля в Коране говорит, «Джаннатка лаккаш кумилин нитали». Аллах Та'аля айтады, «Кун фаякун сина булашакты». Если ты попадешь в рай, Аллах скажет, на любую твою просьбу пусть будет. Вы слышали какой-нибудь хадис, в котором рассказывается про последнего человека, попавшего в рай? Джаннатка охота кирген кишиды хадисы. Гажейн мату хадис. Сахих хадис. Миллион елдар бойы ұлтта жанайкан кіші. Многие тысячелетия, миллионы лет человек горит в огне. И когда его срок заканчивается, он выходит из ада, срок у него кончится. Он идет к стене рая. И вот как вы сейчас облокотились, кто-то об стену, вот так сидит и говорит, «Радайту, мин риза». Мина башка керектур мин ризады. Хамдиша брин мокудуде, через некоторое время он не выдерживает и сорает. Раббун Аллах, он ему стеснительно, конечно, его же и так после такого наказания впустили хотя бы к стенке рая прислониться. Раббун Аллах, когда многие конем приканны. А Аллах какой? Рахман Рахим, милостивый, милосердный, bütün kişiler өзінің рахметін береді. Яра кірді, иди как заходи. И человек живет у стенки, только уже внутренней части, и спрашивает, Раббун Аллах, она тогда овощуся. Там где-то растет дерево. Могу я под этим деревом, под его листвой посидеть? Аллах говорит, утырды. И ты кіші утырып-тұрада қанның көңілі ашылып кетеді адам. Раббун Аллах'a сенен сұрамақшы деп айтады. И Всевышний говорит, если ты хочешь что-то у меня спросить, проси все, что тебе надо. И говорится, что в хадисе, да, этот человек просит в течение большого количества времени. В некоторых хадисах говорится, что день, в некоторых количествах говорится многие часы, и он просит абсолютно все, что он хотел пережить, все, что он мечтал при этой жизни. Вот мечтал о Биту, да? Многие я не буду обладать, потому что, возможно, многие из них не особо хорошие. Но это мои мечты, это мои внутренние мечты, и моя религия меня останавливает. Я думаю, у каждого мужчины, у каждой женщины есть свои мечты, которые заграничены в рамке, но в то же время у нас много всяких идей, планов, и не только там питание, не только там супруга. Многие вещи мы хотим, но ограничены. Но Джаннат Аллах Та'аля что говорит? Проси все, что хочешь. И говорит, человек просит. Все просит. Ты мечтал жить в 10-этажном доме, он будет просить. И когда этот человек закончит, Аллах Та'аля син сұрағандай өмірді берем. Хам син білмегенде өмірді сіне берем. Все, что ты просил, я тебе дам. И все, что ты не просил, потому что твой разум не настолько знал райские возможности, да? И все это я тебе дам. То есть милость Аллаха, рахмат Аллаха, да, по отношению к раю он такой. Почему? Потому что внутри рая нету таких ограничений, которые мы с вами сегодня знаем в этом мире. Поэтому в раю самый главный вопрос, что Аллах Та'аля даст, Он даст нам все, что наша душа попросит. И цветочки, вот эти садики, вот эти речки, это просьба тех людей, которые жили в то время, и все. Сегодня у нас другие дела, другие интересы, и все, что мы попросим, Аллах Та'аля даст. В этом Аллах постоянно женщины просят вопрос. Вот, говорит, в хадисах рассказывается, вот женщина, мужчина попадет в рай, и Аллах Та'аля даст ему много-много жен. А почему, говорит, про женщин нет такого аята? Аллах Та'аля говорит, не рахман, не рахим, что ли, не милостивый, не милосердный? Задумались, когда над этими словами? Наши жены же обижаются, за фатунами тут горели. И говорят, джаннат такую миротворна деген. А фатунда бір мир когда риза болып тұрып деген. Это хадис, в котором если что фатан и римлян риза болады. А я вам скажу, что если есть хадис и если есть аят, то аят выше хадиса, человек. А аят что сказано? Все, что душа захочет. Поэтому Аллах Та'аля и женщин не обидит. Что захочет женщина, Аллах Та'аля даст. Но муж будет инзур бурят, инзур не отплачен. То есть все, что бы душа не захотела. Аллах Та'аля не говорит, что душа мужчины, душа женщины. Все, что человек захочет по жизни, Аллах Та'аля никого не обделит. Аллах Та'аля не обделяет. Аллах Та'аля бір кімді де кемсітмей, бір кімді өкелетмей. Барлық сұрағаны береді.
Көңілімізге нәрсе керек, сұрармыз. Аллах Тағала жауапсыз қалдырмайды. Слушаем дальше. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Hem cennette siz işitmezsiniz lagwan көп sözünü ولا كذابا hem yalanını. Yani cennette көп söz söylemeyle hem yalan olmayacak. Почему мы врем? Почему мы друг друга обманываем? Потому что мы хотим чего-то достичь, какие-то цели, какие-то планы. Ну, в раю и так все, что ты попросишь, тебе дадут. Поэтому смысл лгать, смысл хитрить никакого. Почему мы пустословим? Потому что нам заняться нечем. Да? Шырылы болмаған кіші, ол талайын сөз, бұтый, пересан бұтый, бұсан бұтый. Жәннатта шырыл болашақ мı? Аллах Тағала говорит, что в раю все будут довольны, и каждому будет занятие. Шума біздің уж сөздерге ұмытпалышым. Поэтому у нас пустословие времени остается, потому что у всех будет дела, все будут заняты, и как раз наши дела, наши занятия будут теми, от которых каждый будет доволен. То, о чем мечтал, то и получит. Аллах Тағала дальше говорит, «Джаза'ан мир раббика атуан хисаба». Потому что это джаза'ан мир раббика, потому что это джаза от твоего господина. У татар очень такое страшное понимание слова джаза. Все думают, что это наказание. Джаза это не наказание за труд. Джаза это воздаяние. Просто есть хайрный джаза, хороший джаза, салаван, да? А есть йоман джаза, это газап называется. Это когда Аллах это наказывает. Поэтому не пугайтесь, когда слышите, что кто-то говорит, сила Аллах Та'аля, пусть даст джаза, джаза Аллах Та'аля, говорят же, да? Пусть Аллах Та'аля вас наградит. Джаза это не плохое слово. Это имеется в виду, тебе дали, ты что-то отдаешь, джаза берется, возвращаешь. И поэтому, если мы күңелімізді Аллах Та'аляға тапшырдық екен, намазларымызды болдырдық екен, өзімізді дин жолына тапшырдық екен, Аллах Та'аля бізге қайтара жазаны, шошы жәннәтне жаза болар, өзінің бүләгі болар. Мир раббика атуан хисаба. А вот тут очень интересные слова. Хисаба, хисаплап. Хисаплап считаем. То есть имеется в виду Аллах Та'аля, каждый саваб считает, каждый грех считает. Многие почему-то думают, что достаточно будет одной верой спастись. Безусловно, иман спасает человека, но в то же время иман дает возможность попасть в рай посредством ада, посредством наказания, но саваб дает возможность уменьшить наказание. А порой даже если иман хороший, и саваб хороший, и Аллах Та'аля, если над тобой смилостивился, то это вообще самый лучший вариант. Хисабсыз дженнет какая-то. То есть они без проблем, без наказаний в аду напрямую заходят. И поэтому Аллах Та'аля говорит, что хисаба, ол сізге жазаны берешек хисаплап. То есть в раю, как в этом мире, все живут по-разному, и в раю будет разная жизнь. Как говорится, в раю есть 7 ступеней, некоторые хадисы говорят, что 6 ступеней, да? Но смысл не в этом. Смысл в том, что и в раю будет градация. Джаннаттың ең астағы кішілері, ол енді білем дүния ләззатымен реализовать. То есть те, кто внизу рая, эти люди будут довольствоваться только этим. Им достаточно будет там гречки с алкоголем, да, им достаточно будет женщин, да, им будет достаточно. Но редко будет ходить к Аллаху и разговаривать со Всевышним. А те, кто выше, жиренші қалттаканда пейғамбарларда вафат болған кісілер, дін жолында кеткен кісілер, күресшілер, вот все, которые на самой высокой степени рая, они, конечно же, будут иметь более высокую степень, и довольствоваться будут они уже другими идеалами. Поэтому, когда мы делаем дуа после азана, наверное, знаете, Аллахумма раббана ли да'вати тамма ва салати қаима ати Мухаммада лил василя. Мы просим, дай пророку Мухаммаду василя. Василя это все, что самое высокое дороге. Да? Например, Фирдаус, над Фирдаусом еще есть василя. Василя это дороге, где пейгамбарлар ходят, и которую мы тоже можем достичь. И чтобы которую достичь, мы должны, конечно же, приводить нашу душу в состояние ихсана. Ихсан это когда наше поклонение без Аллах Та'аля қашында оқылған кім болады. Хотя Аллах Та'аля біз көрмейміз, как говорится в хадисте, а Аллах бізді көреді. Хадис Джибрииля. Если интересно, можете изучить этот хадис. Дальше Аллах Та'аля. Рабби ссамавати вал арди ва ма бейнахума ар-рахман. Һәм инде күктер белән җирләр арасында булган Раббыгыздан бүләк булыр булды. То есть это будет подарок от того
Творца, от того Господина, который владеет тем, что находится между небесами и землей. «Ля ямликуна минху хитаба». Хамун кünni біреулердің Аллахпен сөйлешкізді. Никто в этот день с Аллахом не будет разговаривать. Нет. Правильно надо понимать этот аят, что не будут разговаривать каким образом? Пререкаться. В тот день никто не сможет пререкаться с Аллахом. И, представьте себе ситуацию такую. Вы что-то начертили по жизни, будь вы молодой человек, будь вы ребенок, или будь вы взрослый мужчина или женщина. И вы предстали перед родителями. Смотрите, я вас слышу, вы же стесняетесь и глаза поднять не можете перед родителями, перед отцом, перед матерью, и поэтому стоите и молчите, пока вас не простят. Проблема в том, что кияматта, когда сразу из могил встанем, пойдем, Аллах тогда пошел, махшар пойдет нам, мы четко осознаем, что мы всю нашу жизнь профукали. И не только которые люди были далеки от веры, даже верующие будут думать, что все потерялось. Даже сахабы, даже великие люди религии, Аллах дорог қайғырып берді. Все, біз ғұмырымыздың теккенін осыдан, ұшқамызды yok деп, шумадан біреулердің, даже пейғамбарлар деген, қорқып, жүзлерін көтеріп Аллахқа қарай алмайшақта, там бірінші сөзді баштап жіберді. То есть первое слово от Аллаха. Никто раньше Аллаха не заговорит. То есть поэтому никто пререкаться, никто ничего против говорить не будет. Это про судный день. Яума якуму руху валь малаикату соффа. Һәм күрерсез шул көнне Аллаһ Тәгаләнең рух инде ул безнең Җәбраил фәрештә турында сүз бара. Валь малаика һәм инде фәрештәләр соффа, саф булып басырлар. И ты увидишь, что ангелы словно вот шеренги, вот саф, ряды будут стоять, как вот или воины же стоят, царь и воин будут окружать. То есть шумный проход, и они будут стоять. И там будет Җәбраил фәрештә, как верховный архангел, верховный ангел, на самый бүйük фәрештәләр торачаклар. Һәм инде біз шушы не күрәчәкбез, хәлне күрәчәкбез. Всю жизнь мы ангелов не видим, а тут увидим и Җибраиля, и других ангелов, но уже их лица в тот день будут шидан илязу, как Аллах Та'аля говорит, что они не будут улыбаться. Елмаюп тұрған шатланған фәрештәләрне не увидим, которые будут улыбаться, так как ангелов не будут. В тот день ангелы будут словно роботы, жесткие, конкретные, что скажет Аллах Та'аля, они все будут выполнять. Ля ясуна Аллах, они не будут никаким образом воспрепятствовать какому-либо приказу Аллаха. Они будут жесткие, конкретные. Нету такого дня, который даже пейгамберы бывает жарко, да, мы слышали хадис, когда он в Той ходил. Даже этот день не сравнить. Самый жесткий день, это когда ангел вот так жестко будут смотреть на каждого. И человек не сможет ангела ферштадли даже посмотреть. Это будет крайне страшно. Ну, как мы сегодня прокурор говорим, да? Вот. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هم براودر سيلاشمس إلا لما جاء أذن له, когда Аллах Та'аля өзінің рұқсатын береді. И никто не заговорит, кроме как Аллах Та'аля ему даст разрешение. То есть Аллах Та'аля может отчитывать напрямую, конкретно. Вот здесь Фулянович вот так-то, Аллах Та'аля может вступить в диалог. Аллах Та'аля сам выбирает. Он без ничего не знает, с кем он вступит в диалог. Если он вступит в диалог, и Аллах Та'аля будет уже по-другому спрашивать. Не просто отчитывать, а будет в форме диалога. Потому что есть хадисы на эту тему, в которой говорится, что Аллах Та'аля будет отчитывать, а иногда будет задавать вопросы конкретные. А почему ты это не сделал? Почему ты то не сделал? Да? И говорится, что если даже он не сможет, человек по своей степени стеснения ответить, то вы все прекрасно знаете хадис, что заговорят его руки, заговорят его глаза, заговорят его ноги. И что они заговорят? Также Аллах Та'аля говорит, «Вакаля саваба». Саваб, не думайте, саваб, это фяваб, это саваб. Саваб переводится как хак, истина. То есть заговорят истину. Человек, если Аллах Та'аля дал ему возможность диалога, он может хуркудан эйнаске. И говорит тогда, что заговорят руки. А руки, они заговорят правду. Ноги заговорят, он говорит, хотел туда, не надо было туда ходить. Он трогал вот это, не надо было трогать. Его глаза он смотрел на это, и они будут говорить истину. Onun değer ağzaları, onun şişinin üzüsü düşüşü. Ama bir kurban, çünkü kişi üzünün canı bilen kurka cevap veriyor. Söz eyti alıyor, kurklu bilen duruyor, kaldırıyor, başını ko'tarib olmuyor Allah Teala başında.
страшный момент. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ حَمُّ الْحَقُّ. И это день истины. Верите вы, не верите в это, но это истина, это правда, и с этим спорить невозможно. Почему? Даже вот у нас же простой, смотрите, эффект. Если нас кто-то обидит, если каким-то образом нас заденет, кстати, никогда не замечали у себя вот такое вот чувство. Вот придет такой день, я тебе вот наваляю. Я вот с тебя вот эту обиду свою возьму, да? У каждого вот это бывает, да, кого обижаю. И на самом деле, запомните, Аллах Та'аля вложил в душу каждого человека фитри иман. Слышали, да, такое слово? Это естественная вера. То есть, будь то маленький ребенок, будь то взрослый человек, в любом случае, как бы он не говорил, что он атеист или неверующий, в любом случае у него теплится какой-то очаг веры. Индия фитри иман. Побегал, остапалган, но уланы задушил. Но он бар вышагашак. Каждый человек внутренне верит, что есть Творец, что Аллах тогда барло так и так. И у этой фитры есть эффекты. И один из этих эффектов фитры. То, что человек всегда думает, что придет какой-то вот момент, в котором восторжествует истина. Безбедняк, он килим считает, что это момент, но придет этот момент, вот у тебя тоже вот такой косяк получится. Вот у тебя та же самая проблема получится, то-то, то-то. Мы сами того не понимая, на подсознательном уровне говорим, киямат контроль, про судный день. Мы сами того не знаем, мы думаем, что это сейчас. Нет. Аллах тогда вложил глубину нашей психологии, эффект того, что мы все ждем вот этот день. Как бы созневерили, но это день истины. И даже наше нутро, даже наше тело, даже наша психология это признает, который внутри нас, что придет такой день. Не в этом мире этот день придет. Он придет, когда нас когда нас Аллах Та'аля заставит наши тела стать из-под земли. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Очень красивое. Послушайте, пожалуйста. И тот, кто хамкам десізді параздан Раббысы Аллахымен шарашыққа тіләді, мәәбә, он и решил. И тот, кто из вас захотел встретиться со своим Господом, тот захочет. То есть цель нашего поклонения, цель того, что мы уверовали, цель того, что мы молились годами, постились годами, не просто Аллах Та'аля сказал, многие же так делают. Прямо я говорил, кстати. Многие думают, что надо поклоняться, потому что Аллах Та'аля приказал. Нет, надо от любви к Аллаху поклоняться. Не потому что Аллах Та'аля приказал, а если не приказал, где-то не делал, нет. Все это надо ихлас. А ихлас же он основан не только на подчинении из-за страха, да? То, что Аллах Та'аля тебя будет бить, или ангел тебя будет. Нет. Ихлас основан на любви. Искренность основана на любви. И поэтому очень важно намаз читать, уразу держать не по причине того, что тебя накажут, а из-за того, что ты любишь Аллаха. То, что тебе важна встреча с Аллахом, и что ты жаждешь вот Аллах Та'аля на круге, встретиться со Всевышним. И вот эта цель, а говорит нам это аяте, где говорит, что и тот, кто захотел встретиться с Аллахом, он получит. То есть Аллах сначала говорит, что киямат это факт, истинно это судный день. И тот, кто хотел встретиться с ним, он встретится. А тот, кто не хотел встречаться, тот будет кусать ногти, тот будет кричать, тот будет орать, тот будет плакать. Потому что он не верит, что будет встреча. А встреча состоялась, извини. И это будет крайне тяжелый момент. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что надо, чтобы вы жаждали эту встречу. Не надо бояться сотого дня. Надо хотеть его. И хотеть не в понимании, что быстрее он пришел на день, а в понимании того, что в этот день ты увидишься с тем, кому ты всю жизнь молился. Кому если не ударил, я намазу буду uzatmaktan şunu bile şaşırmışsın. Niye işin ne seviyesini bu kadar çekilsin, Rabbim Allah'tan yaratası. Кстати, надо по этой теме отдельно поговорить, посидеть. Это очень важная тема. Правильно любить Аллаха, правильно любить намаз, уразу, правильно любить пророка Мухаммада. Почему? Потому что у наших мусульман сегодня очень неправильное понимание искренней любви вообще к вере. Надо с этим как-нибудь, иншаллах, посидеть, поговорить на эту тему. Ладно, идем дальше. И последний аят этой суры, про который говорится, что это один из самых
страшных аятов, а некоторые ученые, что это один из самых страшных аятов. «Инна анзарнакум адабан кариба». Һәм инде без сезне ди хәбәр итәбез киләчәк озакламый адабан кариба, зур, азаплы, куркыныч кыямәт көне ди. И мы предупреждаем, что скоро, мы предвещаем, что скоро произойдет вот этот день. И этот день, Яуман Кариба, этот день близок к каждому. Киямат не которого, как я вам уже говорил, есть два киямата. Есть два судного часа. Судный час большой, это когда все предстанут и все перед Всевышним Аллахом будут отвечать. Малый судный день, это наша смерть. Без уафат. Пейгамбар алейхиссалям, один человек спросил, когда, говорит, судный день будет? Пейгамбар алейхиссалям сказал, вот видишь, там видишь, молодой мальчик сидит, да, говорит, вот видишь, там говорит, старик сидит, вижу, говорит, вот к этому старику, говорит, километр придет быстрее, к этому молодому позже. И как раз ученые, основываясь на этот хадис, говорят, что есть два киямата: смерть и воскрешение. Уафат булу, хантарбезлю. И поэтому мы должны понять, что судный день, он как энная точка где-то далеко, но смерть всегда близка. Никто не знает, когда она придет, никто на руки нам справку не подавал, что в 70 лет, когда ты будешь в кровати со своими родственниками, вокруг цветов лежать, к тебе придет ангел Азраиль, постучит еще при этом. Нет, вот же 2 недели назад Хазрат даже погиб, да, слышали, наверное, в аварию попал. То есть он же с утра спешил на что? На Вагас спешил. Он и не планирует с утра умирать. Никто у нас завтра никто не планирует, да, и не сегодня, и там через неделю. Мы все планируем жить очень долго. Но самое главное, Аллах говорит, что Кариба, он очень близок. Каждому из нас. Янзуру мар'у ма каддамат ядаху. И в этот день шул көнне кешеләр күрерләр ди, һәрбер адәм баласы күрер ди, каддамат ядаху. Нәрсә ул үзенең кулы белән эшләде. И каждый из нас увидит, что он совершил своими руками. Я вот не помню, в 2013 году, 21 апреля, что я сделал. Альберт, ты помнишь? Нет. Кто-нибудь помнит? Никто не помнит. Почему? Потому что наш мозг, он крайне слабый, он может запоминать, ну, грубо говоря, неделю в общем, да, и в идеальном состоянии. А потом она тоже забывается. Память, она постоянно обновляется. Судный день Аллах Та'аля даст нам компьютер, который называется наша душа. Душа будет помнить конкретно все четко. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Как бы себе это тяжело не казалось, что вот этот объем информации можно куда-то уместить, поймите, что у Аллаха есть такое имя. Аль-Алим, всезнающий. Чтобы объем информации, который сегодня у нас есть, куда-то вместить, нам нужны книги, нам нужны флешки, нам нужны библиотеки. А Аллах, он Аль-Алим, он есть само знание. Аллах уже есть знание. Поэтому его никуда вмещать не надо. Он просто покажет. Каждое мгновение. И поэтому это очень важно, что мы можем люди забыть, а Аллах не забудет. Вот это золотое правило. И вот как раз страшный аят. И когда это увидит человек, который был далек от Бога, не спешил к вере, был практически неверующим человеком во Всевышнем Аллахе, в Его единство в судный день. Но вся сура, конечно, пропитана на тему судного дня, то, что люди отрицают судный день. И поэтому мы должны особо сделать внимание, то, что этот человек не верил не сколько в Аллаха, сколько, что судного дня не будет. Потому что он не хотел, а оказывается, есть этот день. Он хакка, он истина. Что он скажет? Я лейтани, о Аллах, кунту тураба, сделай меня тураб. Тураб переводится землей. Почему? Толкование этого аята, ученые говорят, что прекрасный хадис есть, в котором рассказывают, что судный день Аллах Та'аля воскресит всех людей, всех джиннов и животных каким-то образом, либо на людей нападали каким-то нечестным образом, либо между собой у них какие-то передряги были. И когда между животными кончится хисаб, да, то есть расчет между животными и между людьми, эти животные, Аллах ведь не злые, просто они работали на уровне инстинкта,
у них нет души, они в рай попадать не будут, как мы знаем, да? И эти животные превратятся в прах. То есть, вот как в кинофильмах практически. Животное было и превратилось в прах, и просто опало на землю. И как раз этот аят и этот хадис соединяются, в котором говорится, что люди, которые не верили в хисаб, что они ответят за каждый поступок, и ответят за каждый поступок, ты либо в рай, либо в ад попадешь. Тем более тут буквально в нескольких там 100 десятках метров находится вот этот котлован адский, оттуда огонь блещет, жар, ангелы на тебя смотрят. И человек видит, что животное превратилось в землю. И он скажет: «Я лейдани кунту турава». О Аллах, как ты дал возможность этому хайвану, этому животному превратиться в землю, преврати меня в землю. То есть мечта атеиста, да, умрет и ничего не будет. Он готов потерять все. Он боится миллионы тысячелетий попасть в огонь, он готов потерять, он говорит: сделай меня землей. Для верующих человек это очень страшно. Почему? Потому что мы отрицаем атеизм, что нет после смерти там конца. Мы говорим, что нет, жизнь бесконечна. Но есть возможность стать тем человеком, который может после смерти превратиться в нечто. Но Аллах тогда что говорит? Нет, не дам. Как говорится в другом аяте, за что вы совершали свои деяния, за что вы совершали свое отклонение от веры, получите. Это у нас суре Табарак, Аллах тогда говорит, я вам сейчас это я прочитаю. Очень интересный проект тоже. Так. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, получите за свои же грехи. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, һәм ол шушы жаһаннам шақырында olan кішінің азабы. Грубо говоря, татарским языком можно сказать одним словом, если татарский принять, күдігізге тонна. Все. Бердім ғұмырны, ешәдіңіз, алдыңыз, неғмәтлендіңіз, қиямәтке келіп бастыңыз, һәм менен еще сұрап тұрасыз, туфрaq қайдан, думаете, вот так жеңілгені шықырған, сызырға, хотите вот так слиться вместе? Нет, не получится. Слиться не получится. Нажать как на компьютере кнопку «Удалить» и пропасть не получится. Получайте сполна. И поэтому это очень страшно. Почему? Потому что люди готовы превратиться в землю только с одной целью, чтобы не почувствовать киямат. Он очень страшный, очень тяжелый. И поэтому для нас, для верующих людей, особенно важно, чтобы наши дела не расходились с нашей верой. Почему? Потому что часто мы можем говорить одно, а поступать по-другому. А Коран нам говорит, что если мы говорим одно и поступаем по-другому, это показывает то, что свет в нашей вере, что он крайне слаб. И если вот этот свет нашей веры, вот этот иман нура сулейки, то это показывает, что любовь к Аллаху у нас теряется. А потеря любви к Аллаху, она грозит очень серьезным ответом перед ним. Поэтому пусть Всевышний Аллах остановит свет нашей веры. И вот на этом сура кончается. И коротко хочу сказать, что вначале Аллах говорит о том, что люди беспокоятся, что произошло, как этот судный день произошел. Мы же в него не верили, как он вообще мог произойти. Потом Аллах рассказывает, что я вам по жизни давал все вещи, землю постелил, водички дал, горы сделал колышками, все сделал самым наилучшим образом. Потом Аллах говорит, что за свои грехи, говорит, вы попадете в адское мучение. Рассказывает, каково адское мучение. Потом говорит, не беспокойтесь, есть как и райское джаза. И рассказывает про рай. Хочет, чтобы мы сначала испугались, это вот формат Аллаха, чтобы мы сначала испугались, какой он ад страшный, а потом мягко Аллах рассказывает про рай, чтобы мы успокоились. Чтобы мы успокоились. Аллах нас успокоит. Бала говорит, это бала, и вот так же Аллах нас успокаивает. Но потом опять же заканчиваем вот на такой нотке, показывает, что
ничек Аллах Та'аля юмшак болмасын, но если ты будешь хулиганить, не отвертишься. И удалиться с киямата, с этой великой встречи у тебя просто не получится. Такой красивый, интересный рассказ Аллаха. Поэтому чтение именно с тафсиром очень глубоко раскрывает вот эти суры. Поэтому пусть Всевышний Аллах Та'аля и далее раскрывает нам, даст нам возможность раскрыть вот эти аяты. Тağda terенrek gelirdi, tağda elinde Kur'an'ın hikmetlerine çıkarken Rabbimiz Allah Teala bizge nasip eylese и иншаллах на этом заканчиваем изучение этой суры. На следующий урок мы с вами будем изучать суру Ан-Нази'ат, тоже, которая очень интересна, которая также рассказывается про судный день, но также еще много интересных моментов. И поэтому всех вас зову